Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня думал о вас, кто сегодня вас вспоминал? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте. Песочек все увидит и покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, началось. Человек с разбитым сердцем показан. В сердце прям дыра настоящая. Сердце как будто бы на двоих. Но вы от этого сердца отвернулись, а он это сердце в руках держит. Я так понимаю, что это тот, с кем вы расстались. Ну, как бы поссорились, да, расстались. С кем вы не поддерживаете связь. И судя по тому, что вы отвернулись, скорее всего, вы человека уже заблокировали, и никакого общения между вами нет. Возможно, уже даже и забыли. А человек вспомнил о вас, знаете почему? Ну, во-первых, не забывал, да, это первое. А во-вторых, этому человеку буквально то ли сегодня, то ли вчера правда открылась. Вот настоящая правда. Правда, вот как обман какой-то произошел, да, этого человека обманули. Человек с вами поссорился, вы этого человека послали, и отношения рухнули. Здесь женщина обманула. Причем женщина такого, знаете, более взрослого возраста, чем мужчина и вы. Он обманут, он был обманут. Он, знаете, почему про вас не забывал? Он злился на вас, он злился. Он вас винил во всем, что вы там нечестная женщина, там плохо с ним поступили, что и то, и все. Тут рога показаны, что типа вы там гуляли, изменяли, а он типа терпила, а он типа слепой, да, вот эта женщина старшего возраста ему типа вот правду сказала, да, глаза открыла, и вот он пришел, скорее всего, с вами поссорился, и вы расстались, а теперь он правду узнал, что эта женщина его специально обманула. Да, видно, ей вы не понравились, либо у нее были какие-то другие планы, вот, и она его обманула. Он узнал правду, и сердце, вот оно с дыркой опять у него в руках. Теперь в этом сердце нет злости, в этом сердце есть бесконечная боль и понимание того, что он по глупости, из-за своей доверчивости разрушил любовь всей своей жизни, да, потому что все-таки вы были любовью всей его жизни. Вспоминайте, кто ваш бывший, кто начал ругаться, скандалить и обвинять вас во всех грехах. Это он. Это он, его обманули. Почему поверил? Ну, кто ж его знает, да? Наивный, дурачок. Потому что мама пришла, рассказала, сказала: сынок, я вот все узнала, она гуляет, она изменяет, там кто-то видел, кто-то знает. Вот, и он поверил. А теперь все, осознание пришло. Послевкусие максимально горькое и неприятное. Да? Профукал свое счастье. И теперь с этой дыркой в сердце придется до конца своих дней жить. Очень такая страшная ситуация. Не знаю, будет ли вам от этого легче. Ну да, как обманутый ребенок, у кого открылись глаза. И вот он ужаснулся от того, что он наделал. Все. Когда он еще злился на вас, да, как-то более-менее он там держался, он там все думал, надеялся, что вы придете, там попросите прощения, и он типа великодушно вас простит, будет вас контролировать, как-то будете жить. Вот. А тут открылось, что, получается, он просто так вас обидел, что вы вообще были ни при чем, что это он дурачок обманутый. И поверил, значит, во все эти россказни, сказки про вас. Хотя сердце ведь подсказывало, что вы не такая, что вы любите, что вы добрая, вы никогда не будете предавать. Ну, как бы, что есть, то есть. И то ли вчера, то ли сегодня это случилось, и он ходит, как будто бы из него все силы забрали, да, вот как опустошенный человек на ватных ногах ходит, а угол найти себе не может. Хочется выть, хочется царапать стены, биться, не знаю, там в конвульсиях, но сил на это уже просто нет. Вот как обескровлен человек мне идет. Ужас, да, от того, что я натворил.
Ну, вы, скорее всего, его везде заблокировали, да, и навряд ли вы такое простите, навряд ли вы с ним будете. Возможно, вы вообще уже с другим человеком, и у вас все замечательно. А он типа все потерял, да, потерял, потому что его обманули, потому что такой дурачок глупый, который верит в сказки, да, и бездоказательно обвинял вас, да, либо бездоказательно на вас обрушился с какими-то обвинениями. Ну, скорее всего, он думает о вас до сих пор, и, возможно, и всю ночь будет думать, потом до конца своих дней будет думать о вас. Но это уже все, это безвозвратное. Так, еще о вас сегодня вспоминал очень симпатичный мужчина. Мужчина, который с вами взаимодействовал. То есть вы могли там где-то с ним пообщаться, там просто поздороваться, мимо пройти. Либо у вас на работе какой-то мужчина симпатичный захотел, либо вы куда-то заходили, где был симпатичный мужчина. Ну, что-то было, да? Вот видел, запомнил. Вы очень понравились этому мужчине. У него к вам прям, ну, сердце гореть начинает. Особенно, когда он о вас думает, вот у него прям ёкает сердце. Ну, не иначе, как первые признаки любви или повлюбленности. Вот прям, да, зацепила. Не задела, но зацепила. Вот как-то так мне идет. Возможно, это взаимно. Возможно, вам тоже этот мужчина понравился. И, возможно, это будет началом прекрасного романа, прекрасных отношений. Мужчина хороший, мужчина интересный, свободный, самое главное. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Мои дорогие, сколько там этой жизни, да, нужно жить так, чтобы в свое удовольствие. И еще, с кем вы разговаривали по телефону? Вот скажите мне, пожалуйста, у вас что за голос такой волшебный, божественный? Вы голосом очаровали человека. Мужчина постарше показан, постарше, чем вы. И мужчина такой прям, знаете, солидный человек, да, не какой-то там мальчик с пальчик, а вот прям солидный мужчина. Мужчина, который многое в жизни повидал и много где побывал. Вы с ним по телефону говорили. Он как будто бы голос ваш слышал, да, и прям там тужился, пыжился, хотел представить, как вы выглядите. Вот очаровала, голосом очаровала. Да, так вы еще никого не очаровывали, как сейчас, голосом. Влюбился, можно сказать, в голос. Ну, может, и не влюбился, но очень сильно заинтересовался. Да? Вот какой-то волшебный, мягкий, нежный, чувственный такой вот прям голос. Да? Эротичный еще, может быть. Может быть, вы там спросонья говорили, либо говорили, как вы обычно в жизни говорите. Да? Ну, вот прям произвели впечатление, он прям такой, кто она? Обязательно нужно узнать, обязательно нужно увидеть. Вот прям он чувствует, что вы красавица и умница, и, скорее всего, вы говорили какие-то грамотные вещи, да, правильно, очень доступно изъяснялись, возможно, даже использовали какие-то достаточно сложные речевые обороты, и он такой, блин, она и умная, и голос такой, 100% она красивая, ну прям загорелся интерес у него, глаза на вас загорелись, только лишь по одному вашему голосу. Думаете, с кем вы разговаривали, что за мужчина был. И вот что-то мне подсказывает, что он вас обязательно встретит. Да? Ну, поскольку номер телефона, наверное, у него там высветился. В современных реалиях очень легко найти человека по номеру телефона. И я думаю, что он пойдет на этот шаг, да, потому что он ваш голос сегодня вспоминал. И ему так приятно было это все вспоминать. И вот как этот инстинкт охотника в нем проснулся. Он такой, типа, я должен ее обязательно увидеть. Я не смогу спокойно жить, пока я ее не увижу. Да? Женщину, которая обладает таким божественным голосом. Так, еще. Ну вот, если у кого-то муж где-то находится, например, там, в командировке, либо на работе, там, не знаю, на вахту уехал, допустим, да, не дома, и вы давно уже не виделись, но вот пару дней могло пройти, как вы виделись, да, вот мужчина тоже вспоминал, переживает за вас, чтобы вас никто не обидел, не знаю, как-то за вашу безопасность почему-то он переживает. Может быть, там времена неспокойные, либо вы живете в таком месте, где неспокойно. Вот прям очень переживал, сам себя корил, что вот он вас оставил, что нужно было либо отказаться от поездки, либо ехать с вами, либо какие-то другие варианты там подобрать. Ваш муж вас любит на самом деле, очень любит, вами дорожит. Он вам, конечно, доверяет, но
понимаете, он не доверяет миру, в котором мы живем. Он знает, что в мире есть очень опасные, злые люди, которые могут вас обидеть, которые там, могут на вас покуситься. То есть за это он переживает, про какие-то еще другие опасности думает. И ему неспокойно, вот реально неспокойно. Может быть, ему что-то снилось, может быть, он какие-то новости читал, может быть, там какие-то истории слышал, да, и ему неспокойно, он за вас переживает. Вот он может кого-то со стороны попросить, чтобы за вами не последили, а как были рядом с вами, да, в случае чего, чтобы человек там мог помочь, вмешаться, может, друг какой-то, либо кто-то из родственников. Он вам, наверное, уже сегодня писал, либо вы разговаривали по телефону. Он, конечно, старается быть спокойным, да, чтобы вас лишний раз не травмировать, не беспокоить, но переживания я вижу. Переживания. Может, вы сказали, что куда-то с подружками пойдете, либо куда-то поедете. Вот он сидит как на иголках и буквально молится, да, лишь бы вот с вами ничего не случилось, лишь бы все прошло хорошо. Еще о вас сегодня думал кто-то из родственников, скорее всего. Родственники давно не общались, либо, может быть, и не те отношения, там поссорились, например. А человек думал о том, что вы слишком, как сказать, не требовательная, а, скорее всего, слишком злопамятная. Я не хочу вас обидеть, но хочу правильно донести мысль. То есть, возможно, человек... Вы перестали общаться ввиду каких-то определенных событий, да? Вам просто было неприятно, вы не захотели там обсуждать какие-то темы, либо там человек как-то вас обидел словом, и вы просто перестали там писать и общаться. И вот этот родственник, либо родственница думает о том, что вы слишком строги, что вы очень обидчивы, что типа по-родственному можно было бы там и простить, да, и глаз закрыть, и вообще что это такое, не хочет со мной общаться. А человеку вас не хватает вашей поддержки, вашей эмпатии, не хватает вашего умения решать проблемы, либо смотреть под другим углом, да, вот идеи ваши, вот этого всего не хватает. Ну и плюс, как бы, да, человеку все-таки неприятно то, что произошло, и для человека это типа ерунда, но для вас, я вижу, это было серьезно. И человек вот как бы говорит, если бы можно было вернуться в прошлое, да, то я бы там ничего не говорил, либо не говорила, ничего бы не делал, там не делала, да. Вот если бы так можно было. Но уже все, что случилось, случилось, поэтому как бы как есть. Человеку у вас не хватает. Вот не хватает и все. Вы играли все-таки важную роль, ключевую роль. И, возможно, только лишь после ссоры, да, либо после того, как вы перестали общаться, да, человек понял, насколько вы были важны, насколько вы были нужны, насколько без вас вот прям небо облаками затянуло, такими грозовыми, холодно и некомфортно. Так, еще. Ну вот женщин показывают, они явно сегодня вас обсуждали. Это женщины какие-то знакомые, то есть вы знаете их, они знают вас. Возможно, вы даже в одной компании. То есть это могут быть ваши какие-то подружки, коллеги, ну, либо даже соседки. Про вас сегодня говорили, и говорили разное. Говорили, что вы слишком заняты. Говорили, что вы себе на уме. Ну, в принципе, это и правда, да, вы серьезная женщина, конечно, вы себе на уме. Вы не живете на показ и не живете чужую жизнь, вы свою жизнь проживаете. И еще говорили, что вы как-то за последнее время очень сильно изменились. То ли вы там похудели, то ли вы сменили прическу, может быть, вы по-другому стали одеваться, может, вы меньше стали с ними время проводить, да? То, что вы стали немножко другой. И я не могу сказать, что плохое говорили, прям сильно плохое. Но и не могу сказать, что они прям вас поддерживают. Да? Все-таки есть какая-то зависть в их словах. То есть почему они про вас говорили? Потому что они все вам в той или иной степени завидуют. Вы априори лучше, чем они. Они это знают, они это признают, но вслух об этом не говорят. Да? И они очень часто про вас говорят, вот когда собираются, 2, 3, там, 5, да, они начинают про вас говорить. Особенно, когда вас нет рядом. Когда вы рядом, они все такие милые, улыбчивые, добродушные, открытые. Ну, опять же, это ширма, да, это такая ширма.
И еще, я вот хочу вас спросить, но вот как я вижу, что вы самая привлекательная, самая красивая, самая яркая среди этих женщин. Вот, вы это чувствуете, вы это понимаете? Думаю, что, наверное, нет. Может, вы очень скромны, да, и вы не хотите это признавать, но эти ваши знакомые женщины, они это понимают, они это признают. И это им болит на самом деле. Это не значит, что вы должны там не краситься, ходить в мешке. Это значит, что просто надо менять круг общения, да, по возможности общаться с более адекватными людьми, которые, ну как, не по внешним данным с людьми общаются, а именно по уму, да, по сердцу, по уму. Пусть у вас будет там несколько подруг, но верные, настоящие, чем вот этот сброд, который в лицо улыбается, за спиной сразу начинает обсуждать, да, вот по косточкам вас разбирать, перебирать. Так, еще. Какой-то молодой мужчина показан, причем он показан собакой. Собака, конечно, красивая такая, знаете, на добермана чем-то похожа. Да, может быть, он такой тоже там темненький, спортивный, такой весь раскачанный. Этот молодой мужчина, он о вас сегодня думал, и он думал вам написать. Я не знаю, в каких вы отношениях, это здесь не показано, но он как несколько раз вот брал телефон, пытался сосредоточиться, пытался там что-то начинать писать, потом он стирал, ложил телефон, ходил кругами, возвращался. И вот ему хочется вам написать, а вот что писать, либо как написать, ну вот не знает человек, да, не хочется, чтобы вы, наверное, там лишнее подумали, либо не хочется, чтобы вы его там заблокировали за спам. Ну вот хочет написать, но не может подобрать нужные слова, либо придумать нужную тему. И вот несколько раз уже, да, пытался, и еще несколько раз будет пытаться. Достанет ли ему духу вам написать, я не знаю, надо посмотреть. Но с другой стороны, ну вот что-то есть, вы знаете, что-то есть, какой-то интерес. Он-то себе говорит, что это какой-то деловой интерес, да, либо там спортивный, не знаю, какой-то такой интерес. А на самом деле очень похоже на то, что зарождается личный интерес. То есть он сам себя не понимает до конца. Вы про этого мужчину не думаете, но вы его знаете. Судя по тому, что он хотел вам писать, значит, у него есть ваш номер телефона, а может, он в мессенджере хотел вам написать, да, там, в любом, там, где там соцсети, да, например. Ну вот, а что писать, либо как написать так, чтобы там было все законно, цивильно, он не знает. Ну вот мне почему-то кажется, что там вот скрытый личный интерес. Скрытый личный интерес. И парень-то неплохой, да, мужчина неплохой, красивая фигура. Ну, доберманам показали. Извините, вы видели доберманов, какие они стройные, какие они элегантные. Ну, кстати, да, опасные собачки, они прям такие могут перекусить кого угодно. Но, тем не менее, интересный, конечно, персонаж. Давайте сразу посмотрим на него. Вот прям заинтересовал. Прям очень заинтересовал. Что надо? Зачем его так тянет? Почему не может вам написать? Прям интересно. Но это же не разовая акция, да? Он несколько раз уже так делал. Шанс. Ну, шанс на любовь, трудная дорога, перекресток. Может быть, он что-то чувствует к вам больше, чем, например, предполагал. Может, сердце зовет, может быть, тянет его, а он не понимает, что это за притяжение такое. Что у него какая-то потребность с вами общаться. Может, он не любил никогда. Вот, кстати, может быть, он никогда не любил, и он не понимает, что это за чувства заставляют его вам писать. Да? Что это за чувства такие? Ну, я мешала карты, уж не знаю, что вам сказать. Звезда красивая, яркая, судьба, путеводная звезда, перекресток, это выбор, это сама судьба, да, заставляет сделать выбор, либо предлагает выбор. Вот
куда пойдешь, то и будет. Ну а по сердцу, ну, мне кажется, что он влюблен в вас, просто он этого не понимает, либо до конца не осознает, потому что раньше никогда не любил, да, это такие чувства. Кстати, интересно, да, интересный парень. Он в вашу сторону, в правую смотрит. В вашу сторону телефон, птица, собака. Ну, давайте так. Вот кто вам ближайший там сегодня-завтра напишет, мужчина молодой, красивый, фигуристый, вот он тайно в вас влюблен. Тайно, например, для себя, либо тайно и для себя, и для всех. Да? Человек не подозревает, что это любовь, просто вот тянет его, и все. Тянет, надо написать что-то, надо что-то сказать, надо хоть как-то пообщаться, пусть не лично, пусть там, в переписке. Да, ваш тайный поклонник, либо тайно влюбленный в вас человек, он вам напишет либо сегодня, либо завтра напишет. Может быть, даже какая-то совершенно лишенная смысла будет смс-ка, но вот просто человек вам напишет. Что-то да напишет. Вот придумает, что он обязательно напишет. А для вас это прямой сигнал к тому, что этот человек в вас тайно влюблен. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.